20 учреждений культуры в 17 населенных пунктах Коми в этом году заметно преобразятся. Более 20 миллионов рублей выделено на ремонт, закупку и модернизацию оборудования. Часть этих денег получит и клуб Ухтинского микрорайона Подгорный. Подробности расскажет Виктория Науменко. Здание 1977 года постройки не ремонтировали почти 40 лет. Первым маленьким шагом стал ремонт кровли и фойе в 2016. В 2020 в рамках проекта «Народный бюджет» Дом культуры получил 269 тысяч рублей. На эти деньги построили тамбур и заменили окна. Стало гораздо теплее. Было холодно. Окна были старые, деревянные, с них продувалось, было холодно. Сейчас вы видите, что у нас очень тепло стало в клубе. Благодаря этому, и, соответственно, у нас меньше тепла тратится, и посетителям теплее и лучше. Из-за ограничительных мер Дом культуры микрорайона Подгорный не функционирует в полную силу, не работают кружки и секции, и местные жители еще не успели оценить перемены, в отличие от сотрудников клуба. Мы готовимся к празднику 23 февраля, делаем вытыканки, будем украшать окна. Нет, такого не было, ремонта не производилось никогда. В первый раз у нас прошел ремонт. Сейчас очень уютно, тепло, хорошо, всем нравится. Кладовая, артистическая, досуговая. Эти помещения на втором этаже раньше походили на большой склад. Недавно их отремонтировали. Более 2 миллионов рублей выделил муниципалитет. Новым светлым интерьером зала расширили пространство. Теперь сотрудники ждут обновления оборудования в рамках проекта «Местный дом культуры». Закупить кресла, одежду сцены, звук и свет. Зал тоже уже полностью отремонтирован, но пока не установлена сигнализация, там еще мелкие доделки, доделываем. Всероссийский проект «Местный дом культуры» направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Дома культуры в малых населенных пунктах чаще всего единственный центр дополнительного образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития народного творчества. Более 15 тысяч таких объектов по всей стране нуждаются в ремонте. В 2016 году во время выборной избирательной кампании в Госдуму наши кандидаты, проезжая населенные пункты, встречаясь с жителями, получали массу вопросов и массу просьб от работников культуры, от жителей о том, чтобы побольше обратили внимание на отрасль культуры. И вот эти просьбы были изучены и услышаны. Поэтому этот проект родился, и в 2017 году он стартовал. К началу реализации проекта в республике из 360 культурно-досуговых учреждений почти треть, 131 здание, нуждались в модернизации и ремонте. С 2017 года в рамках проекта удалось обновить более сотни учреждений. В этом году еще 20 в 17 населенных пунктах Коми. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Охта.